Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня и не только. Сегодня в выпуске. Делегация правительства Москвы во главе с Сергеем Череминым прибыла в Абхазию с деловым визитом. В поселке Цандриб Гагарского района начала функционировать новая пожарная часть. 4 семейные пары Абхазии награждены медалями за сохранение традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание детей. Президент Аслан Джанев встретился с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым. Делегация правительства Москвы во главе с Сергеем Череминым находится в Абхазии с деловым визитом с 6 по 9 июля. Аслан Джанев подчеркнул заинтересованность в активном взаимодействии Сухума с Москвой в различных областях. Сергей Черемин поблагодарил президента Абхазии за приглашение для участия в праздновании Дня города Сухум. Он отметил, что Москва рассматривает возможность инвестиций, в том числе в туристическую отрасль, потому что Абхазия, по его словам, является одним из любимых направлений для туризма среди россиян. Стороны также обсудили ряд актуальных направлений по взаимодействию в области обеспечения безопасности на дорогах, в сфере образования и другие. Во встрече принимали участие премьер-министр Александр Анкваб, мэр Сухума Беслан Эшба, министр внутренних дел Роберт Киут. Сергей Евгеньевич, добро пожаловать в Абхазию. Мне как президенту сегодня впервые я принимаю делегацию правительства Москвы. Я вам признателен за то, что вы приехали. Просил бы большой привет передать мэру Москвы. Хотел бы, чтобы вы знали о том, что Москву мы очень любим. Я очень рад тому, что вы устанавливаете особенные отношения со столицей Абхазии, с городом Сухум. У нас такие амбициозные планы в администрации, в правительстве по обозримому будущему экономический потенциал города Сухум довести до потенциала города Москвы. Мы планируем активно развивать отношения между нашими предпринимателями, рассматриваем возможности инвестиций, в том числе и в туристическую отрасль, потому что Абхазия сегодня стала одним из, наверное, самых любимых направлений для туризма. И я сам убедился в этом, глядя на то количество людей, которые гуляют у вас по прекрасным набережным. И практически невозможно найти место в гостиницах. У нас сегодня планируется концерт российских известных очень артистов. И большая труппа. Было сложно разместиться, скажу вам честно. Хочу с этим поздравить, кстати. Но, с другой стороны, конечно, республика нуждается в стимулировании развития туристической отрасли, потому что это уникальная возможность для Абхазии использовать гигантский природный потенциал республики. Мы планируем подписать программу сотрудничества с мэрией Сухума. И я очень рад, что у нас контакты носят очень такой активный деловой характер. Буквально несколько дней назад министр внутренних дел находился у нас в гостях, осматривал объекты, в том числе и наш центр управления дорожным движением. Я знаю, что сегодня это одна из тоже очень важных, актуальных проблем. Мы будем стараться тоже помогать с решением этого вопроса и обеспечением безопасности на дорогах, управления транспортными потоками. Мы планируем активизировать сотрудничество в области образования. У нас уже налажены отношения между рядом школ Москвы и школами города Сухум. Будем продолжать помогать с оборудованием. Очень серьезные у нас успехи в области развития здравоохранения. По мнению даже международных экспертов, вошли в список 3 лучших городов, мегаполисов мира, которые наиболее успешно прошли пандемию. Организация Объединенных Наций нас номинировала на 1 место в мире по качеству развития инфраструктуры. Все наши достижения мы хотим также так экстраполировать и делиться нашим опытом с нашими друзьями, партнерами, коллегами. И возможность самому убедиться и самому увидеть, что у нас тут происходит, это, на мой взгляд,
является большим стимулом, который будет нас подталкивать к взаимовыгодному взаимодействию. Конечно, в городе огромное количество проблем, но мы в обязательном порядке на лучшие достижения, на лучшие технологии, которые вы реализовали в городе Москва, мы на них будем ориентироваться. Мы пытаемся создать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса вообще в целом в Абхазии. Мы особенное внимание уделяем работе правоохранительных органов. Вы это отметили, потому как закон, порядок – это одно из важнейших условий для развития бизнеса. Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко поздравила спикера Народного собрания Абхазии Лашу Ашуба с Международным днем парламентаризма. Уверены, что необходимо и впредь поддерживать высокий уровень сотрудничества с Народным собранием парламентом Республики Абхазия, сближая тем самым позиции по многим актуальным двусторонним и международным вопросам и способствуя решению первостепенных задач, которые стоят перед Россией и Абхазией, говорится в поздравлении Валентины Матвиенко. В поселке Цандрипш Гагарского района начала функционировать новая пожарная часть. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр ПЧС Лев Квициня и руководство районной администрации. Все подробности в материале пресс-службы МЧС. Новая пожарно-спасательная часть расположена у въезда в поселок Цандрипш. Она строилась в течение 1,5 лет и, по словам специалистов, призвана существенно оптимизировать работу районного пожарно-спасательного отряда. В новой части будут базироваться пожарные и спасатели в количестве 13 человек и 2 пожарных спецавтомобиля. Здесь предусмотрены диспетчерская комната, караульное помещение и помещение для дежурящего личного состава, уютная столовая и душевая. Торжественная церемония открытия пожарной части состоялась в присутствии министра ПЧС генерал-лейтенанта Льва Квициня, руководства Гагарского района, общественности поселка Цандрипш. Наше подразделение находилось в поселке Цандрипш, но не были те условия, было сложно выполнять те задачи, которые стояли перед нами. Я больше чем уверен, что те, кто служит здесь, в этом подразделении, они с достоинством будут выполнять те задачи, которые стоят перед ними. Мы так долго к этому шли, приложили много усилий, и вот сегодня наступил этот торжественный день. Я хочу всех поблагодарить, кто принимал непосредственно участие в строении этого объекта. Спасибо огромное всем людям, на самом деле, кто здесь находится. Вы все принимали непосредственное участие в строительстве данного объекта, в развитии подразделения МЧС в Гагарском районе. Пожарно-спасательная часть в поселке Цандрипш позволит существенно увеличить скорость реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, гарантировать высокую оперативность в обеспечении безопасности жителей и гостей Цандрипша, особенно в течение всего курортного сезона. А на КПП ПСО открылись новые служебные помещения пограничного отряда Службы государственной безопасности. Об этом в материале пресс-службы СГБ. С 6 июля 2023 года на территории контрольно-пропускного пункта ПСО состоялось открытие служебных помещений и помещений бытового назначения здания пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия. На открытии присутствовали временно исполняющий обязанности председателя Службы госбезопасности полковник Ахиба, заместитель председателя подполковник Хварцкий, начальник пограничного отряда полковник Латипов, а также личный состав пограничного отряда Республики Абхазия. Служебные помещения предназначены для проведения проверочных мероприятий в отношении лиц, нарушивших пограничный режим при переходе государственной границы Республики Абхазия, и лиц временно задержанных.
Во время осуществления своей служебной деятельности пограничникам в соответствии с законом о статусе военнослужащих предусмотрен перерыв для отдыха и питания. В связи с этим в здании предусмотрены комнаты отдыха, медпункт. Все помещения оснащены необходимым имуществом для комфортного проживания и эффективного выполнения служебных задач. Президентом Бжани Асланом Георгиевичем была поставлена задача по разработке и строительству многофункционального комплекса, в связи с чем была подготовлена проектно-сметная документация и начато строительство. Необходимо отметить, что содействие по строительству здания было оказано предпринимателями Республики Абхазия, которые выступили с подобной инициативой для поддержания высокой результативности на контрольно-пропускном пункте, улучшению пропускной способности, особенно в период летнего сезона, а также для обеспечения благоприятных условий несения службы сотрудниками. Служба государственной безопасности – это одна из столбов абхазской государственности. Защита нашей государственности – это основа всех основ. И мы рады, что мы сумели сделать что-то в этом большом деле. Служить Отечеству – это великое призвание. Обращаюсь с большой благодарностью к нашим друзьям. Глубоко убежден в том, что в таком единстве вопросы обороноспособности нашего государства и в целом безопасности, и в частности в охране государственной границы, будут иметь успешное развитие. В ходе посещения объекта полковник Ахиба осмотрел основной терминал контрольно-пропускного пункта ПСОУ и организацию службы пограничными нарядами на местах. Прокуратура города Сухум установила личность человека, тело которого было обнаружено на Сухумском пляже, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Им оказался житель села Эшера Сухумского района Даваджан Арам Леонович, который пропал 9 месяцев назад. Признаков насильственной смерти на теле при осмотре не обнаружено. В результате рейда в Гагарском районе изъято 2,5 тонны суррогатного алкоголя. Кроме того, сотрудники МВД задержали жителя Гагры, у которого изъят незаконно ввезенный в Абхазию наркотик в особо крупном размере. Подробности в материале пресс-службы МВД. В ходе профилактических мероприятий с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел совместно с Госстандартом Абхазии выявлено и изъято более 2,5 тонн несертифицированного алкоголя. Проверка розничных торговых объектов была произведена в поселке Цандрипш и в селе Алахадзе. Несоответствующая государственным стандартам алкогольная продукция кустарного производства подлежит изъятию. Спиртные напитки не соответствуют установленным нормам качества, опасны для здоровья, подлежат уничтожению. Реализация суррогатных алкогольных напитков будет системно пресекаться правоохранительными органами. Незаконное приобретение, хранение и перевозка без цели сбыта, а также незаконный ввоз на территорию Республики Абхазия наркотического средства метадон в особо крупном размере вменяется жителю города Гагра Олейникову Алексею Анатольевичу, 1974 года рождения. Последний задержан в поселке Цандрипш Гагарского района после прохождения зоны таможенного контроля КПП ПСО. В результате реализации оперативной информации сотрудниками группы уголовного розыска линейного отдела милиции на ЖД-станции Гагра, линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Абхазия. Гражданин Олейников хранил в себе 2 заизолированных свертка с сильно действующим наркотиком весом порядка 3 грамм, что установлено экспертами экспертно-криминалистического центра МВД Республики Абхазия. Гражданин задержанный, данные 2 свертка принадлежат вам? Да. Где и когда вы их приобрели? Я приобрел в России. Что находится в данных свертках? Метадон. Вы смотрите данный сверток метадон. Наркотическое вещество метадон. Да. Правильно? Да. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 223 и пункту Б части 3 статьи 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики, проводит следственная группа линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Республики Абхазия. За первое полугодие таможенными органами начислено 1 миллиард 506 миллионов рублей таможенных платежей, что больше планового показателя на 195,5 миллионов рублей. Исполнение плана наблюдается практически по всем видам таможенных платежей, за исключением акцизного налога. Как сообщается на сайте ГТК, данный рост обусловлен как естественным ростом объема товарооборота, так и увеличением ввозных ставок таможенной пошлины.
4 семейные пары: Константин и Ирина Думава, Геворг и Варсеник Гаранян, Константин и Наталья Эйдис, а также Виталий и Хатуна Смыр награждены памятными медалями за любовь и верность. В посольстве России в Абхазии прошло мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности. Репортаж Гугуцы Вардания. 57, 48, 32 года вместе. Для нескольких семейных пар, удостоенных медалями за любовь и верность, это не просто цифры, а целая история о взаимопонимании, терпении, мудрости и, конечно, продолжении и сохранении семейного очага. Они счастливые родители, бабушки и дедушки. Константин Думава и Ирина Вардания вместе уже более полувека, 57 лет. Супруги окончили филологический факультет Сухумского педагогического института имени Горького. Константин Несторович – заслуженный работник Высшей школы Абхазии, а Ирина Анатольевна – заслуженный учитель Абхазии. Оба удостоены ордена Аксьдзапша 3-й степени. О них можно смело сказать победители по жизни. Сегодня они получают еще одну награду за самое важное и главное – крепкую семью. У супругов Думава 2 дочери – Виктория и Наталья. Есть внуки. Семье Гаранян 48 лет. Геворг Гаранян пришел сегодня на церемонию вручения без супруги Варсеник. К сожалению, она заболела. Поэтому награду за любовь и верность вместе с дедушкой принимает внучка. Всего в семье Гаранян 5 внуков, а сами супруги всю жизнь живут в Абхазии и трудятся на благо страны. Отец и дедушка Геворга были для него примером. Мой дедушка, он родился в Гаграх, в районе Гагрском, и был председателем колхоза, когда началась война. А моему папе 18 лет не было, 17 лет он никому не сказал, убежал на фронт. Дедушка 2 года бомбардировал вышестоящий военкомат, райком, чтобы сын воюет, а он в колхозе, добился. Воевали на Сталинградском фронте рядом, друг друга не видели. Потом папа получил ранение, в госпиталь попал. Дедушка в районе Чернигова за форсирование Днепра был награжден Герой Советского Союза. Рядом воевали, не видели друг друга, и после 9 мая в Берлине они встретились. Потом папа работал 55 лет в одной школе, в армянской школе Цандрипше. Дедушка тоже старожил, 93 года прожил. В общем, я тоже стараюсь вот так. Еще один пример крепкой семьи – супруги Эйдис, проживающие в Гулрыбском районе. Наверное, не найдется человека, который бы тепло не отзывался о Константине Архилеевиче и Наталье Васильевне Эйдис. Добрые и отзывчивые. Всю жизнь они стараются помочь окружающим, соседям, односельчанам. Супруги Эйдис вместе 32 года. У них 3 дочерей, внуки. Это великие труженики, о которых говорят, что любая просьба любого соседа, любого нуждающего всегда находит отклик. Ордена за любовь и верность также удостоена семья Смыр. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов подчеркнул, что Абхазия – одна из тех стран, которая стремится сохранить нравственные ценности. Это, мне кажется, особенно важно здесь, в Абхазии, так как, по моему мнению, это та страна, которая на сегодняшний момент сохраняет все те ценности нравственные, которые есть у людей, и сохраняет их в семье. С праздником семейные пары поздравили глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Апле и председатель Совета старейшин Аполлон Дума. Сегодняшний день в мире православном день Рождества Иоанна Крестителя. И вот это совпадение, или это промысел Божий? Это промысел Божий, скорее всего, семья, благочестие, чистота, связанная с семьей. А у нас, у абхазов, семья – это прежде всего семейный очаг. Мы много внимания уделяли, когда наследник рождался, дома стреляли, потому что
наследник появился в очаге. Вот. Дай Бог, чтобы, значит, силами вашего всего этого, чтобы в каждой семье много-много, чтобы наследников рождались. Медаль «За любовь и верность» – общественная награда, учрежденная указом президента России Владимира Путина. Согласно положению, медалью награждаются граждане России и граждане иностранных государств. Супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества. Гугу Савардания, Константин Парулова, Абхазское телевидение. В торгово-промышленной палате прошла встреча президента ТПП Тамила Мирцхулава с президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым, прибывшим в Абхазию в составе официальной делегации правительства Москвы. Поводом для встречи стала тема укрепления и развития торгово-экономического сотрудничества между деловыми кругами Москвы и Абхазии. Во встрече также принял участие председатель комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в Республике Словения Владимир Путкин. Стороны обсудили экспортные отношения и направления взаимодействия, отметив важность активизации сотрудничества совместными усилиями. Особое внимание было уделено поддержке предпринимательства, реализации проектов по привлечению инвестиций и участию предпринимателей в бизнес-миссиях. В ТПП прошли двухдневные образовательные курсы-тренинги для абхазских предпринимателей и членов палаты. Курсы провели эксперты Российской ассоциации экспертов ритейла. Были затронуты такие важные темы, как управление персоналом, маркетинг, стратегия продаж, потребитель и покупатель, а также поиск клиентов. В мероприятии также участвовали студенты Сухумского открытого института. 6-й международный детско-юношеский турнир по футболу проходит в Новом Афоне. Турнир посвящен памяти кавалера ордена Леона Ги Висмыр. Соревнования будут проходить с 4 по 12 июля. Смотрите репортаж Адицы Сагари. В этом году в ежегодном турнире, посвященному памяти кавалера ордена Леона Ги Висмыр, принимают участие по 6 команд 2011 и 2008-2009 годов рождения. Нужно отметить, что в этот раз в турнире принимает участие команда из Луганской Народной Республики. Форматы детско-юношеских соревнований по футболу определяют продолжительность игры и перерывы между таймами, размеры футбольных площадок и полей, размеры ворот, мяча, количество футболистов, находящихся на поле, количество замен. О том, по какой системе проводится турнир и как определяется победитель, рассказал главный тренер футбольного клуба «Афон», тренер филиала «Зенит Абхазия» Армен Капикян. Турнир проходит по системе, что играет каждый с каждым. То есть все 6 команд сыграют с друг другом. И по итогу этих игр будет выявляться 1-е, 2-е, 3-е и далее 4-е, 5-е, 6-е место. Футбольную игру сложно представить без ровного насыщенно-зеленого поля, которое буквально завораживает своей свежестью и мягкостью. Так и хочется пробежаться по нему, представив себя одним из виртуозных игроков. Ведь залогом первоклассной игры является не только подготовка спортсменов, но и идеальная площадка для игры. Сегодня у юных футболистов есть невероятная возможность проявлять свои профессиональные навыки на живом футбольном поле в Новом Афоне. Мы играли с 30 Гудаутой, выиграли 4-2, я забил 2. Потом играли вчера с Сухумом, выиграли 3-0. Там отдал 2 голевые, и сегодня вот игра с Сандрипшем. Абхазия – одна из первых республик, которая поддержала футбольную школу Луганска еще с союзных времен, отметил генеральный директор Республиканского Луганского футбольного союза Юрий Малыгин. В этом году мы привезли Академию Металлурга Алчевск. 2 возраста, довольно-таки интересные игры. Я всегда говорю, чем больше товарищеских матчей именно для детворы мы делаем, тем быстрее они растут. И, соответственно, все-таки наши ребята уже между собой наигрались, как мы говорим. Здесь, в Абхазии, тоже уже ребята уже друг друга знают уже. А здесь где-то как-то мы... Я всегда говорил, что абхазская и донбассовская школа, они настолько сильны, настолько популярны. Давайте даже посмотрим, какие ребята сейчас играют в чемпионате России, Белоруссии, даже в Европе. Так что это все выходцы из бывшего Советского Союза.
Так что только одни позитивные моменты от этих встреч, от этих турниров. По словам организаторов, главная цель турнира – это пропаганда здорового образа жизни, популяризация футбола среди детей, привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, развитие дружеских связей между городами СНГ, также выявление сильнейшей команды. Я на отдыхе здесь и приехал к своему воспитаннику Кармену Копекяну и попал на этот турнир посмотреть ребяток, отметить кого-то для себя. Самое главное, что мы видим, что есть ребята, интересные ребята, которых мы приглашаем для просмотра и, возможно, для того, чтобы ребята оказались в наших командах. По футбольным параметрам, если говорить, то есть мальчишки и технически хорошо подготовленные, и в некоторых командах и тактически себя показывают. То есть видна работа и тренеров тоже. Для участников турнира Новоафонская пещера подготовила денежный призовой фонд. За первое место 30 тысяч, за второе 20, за третье 10. Также все участники турнира будут награждены кубками, медалями и грамотами. Организаторами турнира выступил отдел молодежи и спорта администрации города Новый Афон. Адица Сагария, Заур Кварча, Абхазское телевидение. В субботу, 8 июля, в день города Сухум, администрация столицы для жителей и гостей республики подготовила разнообразную интересную программу. В 13 часов в Центральном выставочном зале откроется выставка «Сухум. Праздник, который всегда с тобой». С 14 часов в сквере у мостика счастья будет организовано абхазское подворье. Здесь будут установлены шатры с абхазскими блюдами от известных ресторанов. Всех жителей и гостей столицы будут угощать яствами бесплатно. Также Государственный музей организует выставку «Абхазский быт». Фоном будут звучать национальная музыка и народные песни в исполнении ансамблей «Гунда» и «Авснофолк». В 17 часов в парке у театра имени Самсона Чанба откроется выставка молодых художников и фотовыставка «Сухум. Вчера и сегодня». Здесь же пройдут викторина по истории Сухума и турнир по стрельбе из лука. С 18 часов на набережной также можно будет послушать концерт «Островок классической музыки». Организаторами предусмотрена и детская зона. На площади имени Багапш с 18 до 20 часов пройдут разнообразные развлекательные мероприятия. В 20:30 у колоннады начнется большой праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады и танцевальных коллективов. В частности, выступит ансамбль «Кавказ». В 22 часа с Сухумского морского порта запустят праздничный фейерверк. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в выходные дни 8 и 9 июля на территории Абхазии ожидается переменная облачность, временами дождь, переходящий в ливневый с грозой. Температура воздуха ночью 17-22, днем 23-28 градусов, температура морской воды 25 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.